Тема моего выступления сегодня называется «Культура школы и культурологическое образование». К сожалению, данные вопросы в современном обществе и в общественном сознании не всегда адекватно понимаются. В связи с этим я решила рассказать, надеюсь, достаточно понятно и подробно о том, что такое представляет из себя культура школы. И начнем мы с самого понятия «культура». В современном обществе, как правило, под культурой чаще всего понимают сферу искусства, сферу ценностей, идеалов, нормы поведения или иначе этикет. Но само понятие культура намного шире, богаче и глубже вышеназванного определения. Культура это весь созданный мир деятельностью человека, то есть все то, что создавал человек за всю свою историю, любое преобразование природных вещей, элементов, это и есть предмет культуры, то есть то, что нас окружает в повседневной жизни. Оно включает в себя сельскохозяйственную деятельность и материально-технический мир, и духовный мир, это ценности, знания, проекты. И, безусловно, саму художественную культуру, то есть то, что как раз-таки чаще всего понимают под самим понятием «культура». Не случайно на одном из последних заседаний Совета по культуре Владимир Владимирович Путин сказал, что государственная культурная политика должна охватывать все стороны жизни человека, безусловно. И мы должны понимать тот факт, что культура сама себя не может создавать. Культуру, безусловно, создает именно человек. Но мы должны учитывать другую очень важную сторону, что сам человек в то же время является творением культуры. Когда мы говорим о человеке как о творении культуры, то мы в первую очередь должны учитывать тот факт, что культура является весьма специфическим пространством становления каждого поколения. И пространство формирования человека соразмерного или сообразного тому или иному типу культуры, в котором человек живет. И поэтому возделывание человека, его образование в первую очередь, просвещение и воспитание – это фундаментальная сфера культуры. Человеческое существо от рождения до конца жизни так или иначе создается в кавычках, безусловно, в конкретной социокультурной среде. Однако решающее значение в этом процессе принадлежит именно школе. Поэтому я сейчас здесь об этом и говорю. Школе и образованию в целом. Поэтому оно является всеобщим и целенаправленным способом воспроизводства, трансляции и развития культуры, обучения и воспитания каждой личности. Школу метафорически можно представить как некий микрокосмос культуры, где есть некое универсальное и особенное содержание деятельности, свой культурный хаос и порядок, свои материально-предметные коммуникации, духовный мир и даже культурные герои. Дело в том, что школа, как и университет, музей, библиотека или даже храм, это точка максимальной концентрации различных культурных форм, символов, интегративных социальных отношений. Передавая с поколения в поколение социальный опыт людей, школа всегда выступает как клеточка культурогенеза, перманентно воспроизводя традиции человеческой жизни и деятельности, а также обновляя их постепенно в соразмере с социокультурными изменениями. Другими словами, школа всегда стоит перед двумя проблемами. С одной стороны, сохранить необходимые традиции, которые существовали в той или иной социокультурной среде, и вместе с тем перед проблемой обновления уже не работающих социокультурных практик. Но что же такое культура школы с точки зрения философии и науки? Как правило, традиционно под школой понимается в первую очередь это учебно-воспитательное учреждение, предназначенное для организованного обучения и воспитания молодого поколения. Культурологический подход по изучению образования в целом и культуры школы, в частности, выдвигает сегодня центр методологических интересов различных ученых. Школьная деятельность в этом направлении рассматривается в контексте именно культуры, через призму культурологических понятий и категорий, так как культурная функция школы, принцип культуросообразности обучения и тому подобное. Ставится вопрос о культурализации школы, то есть внесение элементов научных знаний о культуре во все уровни и сегменты образования.
то есть содержание компетентности учителей и администрации школы. Если культура вообще есть способ жизнедеятельности человека, то из этого логически вытекает положение о том, что такое есть культура школы. В современном научном понимании культура школы – это специфический и целостный способ деятельности детско-взрослого коллектива, как относительно самоорганизующей системы с определенными целями, смыслами, содержанием, средствами, технологиями деятельности в конкретном пространственном временном социокультурном континууме. Культура школы включает в себя прежде всего субъекты деятельности, то есть детско-взрослый коллектив, ориентированный на достижение генеральной цели – подготовки членов общества с необходимым уровнем социальной адекватности и общекультурной компетентности. Субъектный состав школы подразделяется на неоднородный континуум субкультур, относительно суверенные группы, состоящие из учителей, администрации и учеников. Эта субкультура отличаются друг от друга по ряду характеристик. Первое – это гендерные характеристики, очередь, возрастные, этнические, конфессиональные. И что касается самих учителей, в первую очередь это профессионально-предметные отличия. У нас есть учителя гуманитарного цикла, естественно-научного цикла и художественного. Очень важной компонентом культуры является культурное пространство школы. Это специально организованная территория, система упорядоченных явлений, процессов, продуктов деятельности школьного общества. Сюда входит предметно-вещественная архитектоника учебного заведения, так называемая инфраструктура школы, призванная обеспечить условия жизнедеятельности данного коллектива. К культурному пространству относятся организованные формы межличностных и коллективных отношений, общения, поведения педагогов, школьников, родителей. Мы должны говорить о том, что пространство, определенное социокультурное пространство школы может быть у детей совершенно отличаться, чем у взрослых. И это понятно, но мы должны учитывать, что есть пространство школы девочек в школе, пространство мальчиков. Да, и тут уже также выдвигается на первый план не только возрастные и гендерные, но также другие отличия. Также мы говорим о том, что культурное пространство школы имеет свой центр, свою периферию, да, сакральные и профанные. Также имеет свою символику, будь то герб, флаг или гимн. Мы говорим о череде обыденных событий и праздников в школьной среде. Вместе с тем, школьная жизнь – это объемный и весьма сложный, фундаментальный культурный процесс, связанный с целенаправленной передачей накопленного человеком огромного числа текстов культуры, представленных разными дисциплинами, будь то естествознание, обществознание, культурознание или человекознание, а также освоение базовых мировоззренческих символов, ценностей, нормативных, регулятивных, коммуникативных установок культуры, социально приемлемых форм поведения. Культура школы – это порядок ее жизни, ее существования и развития, которые базируются на определенных законах. Культура школы – это не только пространство детско-взрослого коллектива, но и особый циклический порядок организации деятельности. Кроме внутренней пространственной архитектоники школы, есть и внешняя. Да, это культурные связи школы с городом, регионом или зарубежьем. Таким образом, культура школы представляет собой многосоставную систему со сложными взаимосвязями ее элементов. Вместе с тем, это очень сложный и целостный организм. Но что касается продуктов деятельности детско-взрослого коллектива в школе, это, конечно же, личность самого школьника, характеризующийся социальной адекватностью, общекультурной образованностью, то есть знаниями о природе, обществе, человеке и культуре, компетентным участием в трудовой и общественной деятельности, наличием навыков общения и коммуникации, а также способной к нравственному поведению, креативному мышлению и самореализации. Важно подчеркнуть, что современный этап социокультурного развития России предполагает формирование новых качеств человека. Это системно-целостное и проективного мышления, способности к самопознанию, самополаганию и ответственности. В современной школе нужен сдвиг от доминантных перцептивных практик к интеллектуализму особого рода, в первую очередь способности анализировать,
схватывать целое, интерпретировать и понимать различные тексты культуры, будь то вербальные и невербальные. Надо иметь в виду, что визуальные тексты культуры стали сейчас преобладать, особенно в сети интернет. Не так давно, 12 мая, на 3-м Всероссийском педагогическом форуме, который проходил в Санкт-Петербурге в Герценовском университете, ряд ученых отмечали очень важную проблему – стремительное падение культуры устной и письменной речи. А также отметили, что около 50% учащихся, к сожалению, сейчас перестали полностью воспринимать тексты учебников в школе. Поэтому практика показывает, что образ школьника и его способности стали меняться в современной социокультурной среде. Поэтому перед нашим образованием стоит очень сложная задача по формированию новой личности школьника. Об искомом образе школьника и его способности очень интересное суждение высказывали два хорошо мне знакомых человека. Это Владимир Александрович Сулимов и Ирина Евгеньевна Фадеева, профессора Сыктывкарского государственного университета. В частности, в книге «Человек о культуре Севера. От модерна к модернизации». Я должна отметить, что наука о культуре и образовании в нашей стране прирастает за счет трудов наших сыктывкарских коллег, и поэтому мне сегодня особенно приятно выступать здесь, в городе Сыктывкаре, и обсуждать культуру школы. Подводя итоги размышления о феномене культуры школы, я хочу отметить, что вообще на повестке дня сегодня очень остро стоит проблема освоения педагогическим коллективом культурологической основы деятельности современной общеобразовательной школы. Что касается культурологического образования, начнем с того, что нельзя путать общекультурную подготовку школьника с культурологическим образованием, что часто, к сожалению, сейчас происходит в общественном сознании. Все науки занимаются изучением различных граней культуры, общества, природы и человека во всем многообразии проявления их форм. Все формы познавательной действий человека относятся к духовной культуре, будь то физика, химия, астрономия, математика. Следовательно, они входят в систему общекультурной подготовки школьников. Дисциплины история, правоведение, политология, социология изучают грани общества. А литература, русский язык, иностранный язык, фольклор, искусствоведение изучают различные явления и аспекты культуры. Они также входят в общекультурную подготовку учащихся, выполняя функции социализации и инкультурации личности. Что касается культурологии, то ее функции, следует сказать, отдельные и специальные. Вместе с другими социогуманитарными науками она, как специальная дисциплина, также входит в систему общекультурной подготовки учащихся. Что же она изучает, если есть целый комплекс наук, которые изучают отдельные грани культуры? Дело в том, что у этой науки есть особая специальная функция, которая не может заменить даже целый комплекс наук. Культурология – наука интегративная, она синтезирующая или, как сегодня говорят, генерализирующая. Она дает знания не об отдельных явлениях, процессах, объектах культуры человека, а о культуре как системно целостном организме, эволюционно созданном деятельностью людей. Культурология позволяет увидеть, так сказать, за деревьями лес. Это метадисциплина, никакая другая конкретная наука, изучающая отдельные грани культуры, заменить ее не может. В проблемное поле культурологии входят такие вопросы, как происхождение культуры, структура культуры, функции культуры, диалог культур, проблемы динамики образовательных систем, культура детства, формирование новых идей, проблемы трансформации символов и смыслов в культуре и многое другое. Благодаря культурологическому образованию можно обеспечить целостное знание учащихся о культурных традициях родного региона и страны в целом. Через осмысление закономерностей развития культуры формируется сознание школьником себя как творца и творения культуры. Формируется его личностно значимое отношение не только к родной культуре, но и к мировому культурному наследию в целом. Важнейшее требование к формированию современной личности не просто разнопредметная, суммативная общекультурная подготовка в школе, а обретение целостной, естественно-научной и гуманитарной картины мира, а также социальной адекватности и культурологической компетентности.
Без знания основных понятий и проблем культуры, без понимания закономерностей социокультурных процессов, без глубокого знания истории культуры России и ее народов, ее культурного наследия, современный школьник может уподобиться слепцу, который без поводыря бродит по лабиринту жизни. Вот почему необходимо полноценное культурологическое образование. Однако в современной школе в ряде случаев оно представлено курсами по мировой художественной культуре, или, как у нас сейчас любят говорить, МХК, или же курсами по региональной культуре. Что касается МХК, будучи сведенным к искусствоведческой шедевриаде, она находится в упадке. Серьезной ошибкой этого курса явилось то, что в центре внимания его были стили искусства, а не понимание того, что человек есть творец культуры, динамика художественной истории человечества и современном искусстве. Конечно, не было также необходимого пропедевтического курса для школьников, посвященного основному пониманию культуры в целом. Следует также отметить, что крайне не хватает подлинных культурологических учебников не только по мировой художественной культуре, но и по изучению культуры России, ее народов и регионов. В заключение отмечу, что для того, чтобы развивалась культура школы и осуществлялось настоящее культурологическое образование, в нашей стране необходима системная подготовка и переподготовка учителей и администрации школ в этом направлении. Поэтому стоит заметить, что нас впереди ждет достаточно большая и сложная работа.